Всем привет! Мы решили поехать в Нюрнберг на как партия съездов. На площадь съезда партии или как? Да, что-то типа площади съезда партии. Вот сейчас едем в поезде и хотим посмотреть. Там потом на трамвайчике надо будет вроде бы ехать. Хотим посмотреть вот эту вот площадку, где раньше на трибунах собирались, там политику вот эту обсуждали. Очень интересно. Посмотрела я. Это называется территория съездов НСДАП. Вот. Вот туда мы и хотим поехать. Смотрите, какие поля желтые. Прям интересно. Вот сейчас цветет рапс и все такое прочее. И вот все такие желтые вот холмы, прям поля. И одуванчики целыми горами цветут. Смотрите, 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 какая красота. Вообще. Я как раз успела хоть немножко заснять. Вон там еще тоже желтое поле. Прелесть. Вот здесь тоже, видите, какие поля. Одуванчики, рапс. Тоже цветет. Красота. А, вон овечки. Вон они пасутся. Здесь видно. Ух ты! Мы едем. Мы едем. А здесь сзади пейзаж развивается. Скажи что-нибудь. Да. Да, развивается, да? Нет, Пейзаж. здесь очень красивые склоны есть. И весной они первые начинают цвести. Там очень много одуванов. Вот везде начали они только цвести, а там уже все белое, пушистое. А, И я такая закрываю экран. Мы обсуждаем Демида. Как мы с ним когда гуляем, и одновременно подумали про одно и то же, что когда собака походит в кустах или по траве и начинает трясти очень сильно шерстью, и, знаете, так, знаете, встряхивается, это хочет стряхнуть с себя интуитивно насекомых, которые могли с кустов, там везде, там клещей всяких, да, забраться на шерсть. И он стряхивает с себя эту с шерсти вот это вот таким брыканьем вот этим. И также точно, когда его намочишь, он тоже так же так начинает трястись, да, и стряхивает с себя в воду. Вот это очень удобно, чтобы у животных есть такой рефлекс. Ну, вот тут лесочек проезжаем, красивейший. Потому что я так переживаю иногда, что вот он лезет в траву, там незнакомое место, где может быть клеща. Да, у него вот есть такой рефлекс. Мы его, конечно, обработали, но Да, здесь в Германии животных страхуют обязательно, то есть должна быть страховка. Потом, значит, налог на собаку. Мы платим за Демида в год 25 евро налог. В этот раз заплатили 30, потому что, в общем, так интересно получилось. Пришла квитанция по почте, она приходит письмо. Там реквизиты, которые нужно было платить. Но мы не знали в течение какого срока. Мы думали до конца месяца. И через 5 дней приходит уже пеня 5 евро. И уже приходит счет на 30 евро. Вы не оплатили. А мы подумали, что можно до конца месяца заплатить. И я такая, не парюсь, живу такая спокойно. Думаю, ну, пришел налог, в конце месяца оплачу. Нет, пришла через 5 дней уже это, нас считали. И мы скорее оплатили. Вот в этот год получилось за Демида 30 евро. Прошлый год мы 25 заплатили, мы его регистрировали здесь. И нужно идти в специальный отдел Ратхауса, зарегистрировать там своего хунда. Хунд, собака, мопс. налоговый отдел, да. Ты регистрируешь полностью, говоришь данные собаки, и тебе выдают специальный треугольник с номерком. Ты обязан этот треугольник пластиковый с номерком, с твоим индивидуальным, прицепить собаке на поводок. Вот так ты и ходишь с этим номерком. У каждого, кто встретит твою собаку, есть номер твоей собаки, если что.
Там, допустим, если твоя собака тяпнула другую собаку, что с Демидом совершенно невозможно, потому что у него маленькие зубки, он не может никого тяпнуть, в принципе. Если человека, не дай бог, да. Ну, хотя это очень все серьезно уже здесь, в Германии, если собака укусила человека, это очень серьезно, это подсудное дело. И можно выплатить очень крупный штраф, сумму большую, и вообще до конца жизни платить этому человеку все, что угодно, если это какие-то большие последствия. Выплачивать можно по 20 лет аж человеку за здоровье, то, что ты ему задолжал. И если собака собаку тяпнула, это тоже ты оплачиваешь этой собаке лечение ветеринарки, а лечение стоит очень дорого. Здесь собака крупная, должна ходить на наморднике. Все собаки должны без исключения ходить на поводке. Какать нельзя. Только вот покакала собака, ты должен сразу же убрать в мешок и выбросить в специальный контейнер. С этим здесь все хорошо, мешки. Мешки на каждом шагу есть, да. И никто не оставляет какахи. Писать можно собачке. Ну, если собаку, допустим, вырвало на улице, ты тоже обязан, естественно, убрать. Нельзя оставлять. Собака должна проходить, естественно, все прививки. Собака должна быть обработана от глистов, от клещей, от всяких паразитов. Вот. И большая ответственность, если ты что-то сделал со своей собакой. Тоже нельзя. Усыпить собаку тоже нельзя, выбросить тоже нельзя. Здесь нет бездомных животных. От слова совсем. Их не существует. Мы подъезжаем уже к Нюрнбергу. Вот такие. Nürnberg Hauptbahnhof. Unsere Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Sie haben folgende Anschlüsse. ICE 507 nach München Hauptbahnhof um 13:56 Uhr von Gleis 8. ICE 626 Объявляют, что к Нюрнбергу подъехали и возможные пересадки на станции. ICE 506 nach Hamburg Altona über Erlangen. Planmäßige Можно Abfahrt в Erlangen 14:04 уехать. heute voraussichtlich 14:07 Сегодня von там Gleis возле 6. Эрлангена трассу перекрыли, почему-то ремонтные работы, все закрыто, все красное. Так что, если Ой, мне так Эрланген, нравится Ирландия. только на поезде. Мы тогда тоже ездили около Ирлангена, там 5 километров магазин. Adidas, я выкладывала тоже видео. Тоже все было в ремонтных работах. Летом чинят дороги. И сейчас такое время, что все ремонтируют. Те что недочеты какие-то небольшие, все убирают это. Скорее чинят. Мосты ремонтируют. Естественно, работы много, да. Но вот движение затруднено. Мы решили приехать на Weisser-Turm. Это станция метро такая, где мы всегда ходим в кафе Ревек. Вот. Тут есть такой фонтан, он называется «Брачная карусель». Не знаю, где тут брак и какая тут у них карусель, но это фонтан, который состоит из сплошных чудовищ. Вот. Ты его от одного голода. Да. Вы это все отлично знаете, мы здесь 150 тысяч раз были. Вот эта башня называется Weisser-Turm. А мы идем с вами попить кофе перед тем, как ехать на партию съездов. Вот. Сегодня воскресенье, ничего не работает, но кафешки, конечно, работают. Все хорошо с этим. Кафе, вот тут такое кафе. Мы сидим под зонтиками. Такой столик, это я, это Вова. Башенка такая. В общем, вот так вот мы сидим здесь, пьем вот такой вот капучино. И Вове купила вот такой пончик. Ну, вот спускаемся в Weisser-Turm. И поедем сейчас 3 станции вперед. Через Банхоф, да, Вов? Да, И дальше. А потом либо можно на автобусе поехать
до партийных съездов доехать, либо можно пешком пройти. Посмотрим. Приехали на станцию Аузесплац. Вот сейчас будем вымерять, то ли нам на автобусе лучше ехать, то ли нам ехать, идти пешком. А еще трамваи ходят. А еще тут такая красивенькая, смотрите, какая это статуя, фонтан. Ой, как красиво. Давайте поснимаем. Поближе подойдем. Тут детки играют, видите? И такие ангелочки, и дева. Видите, такая дева. Льет воду. Шикарно. Это похоже на карту «Звезда». Не правда ли? Мы стоим на остановке, решили поехать на трамвае. И вот тут вот такое вот место. И вот наш трамвай, это 6-ерка. Вот он. Видите, 6-й трамвай. Он идет прямо до конечной станции Доку-центрум. Вот это Доку-центрум, это и есть вот это место, куда мы собрались. Трамвай. Он такой красивый. И мы сейчас будем ехать 9 остановок. Это у нас до конечки. Да, вот все расписано. Эти Доку-центрум. Смотрим немножечко на город. В кои-то веки такая экскурсия на трамвае. Можно даже, наверное, 05 включить вот там на класс. Едем и разговариваем. Мы здесь тоже в этом районе впервые. Обычно мы Мы обычно в другую сторону гуляем, да. В этот раз вот решили вот сюда. А мы все старый город обходили, все там радовались, ходили фонтаном и всякой архитектуре интересной. Еще в городской парк, штат-парк мы ездили. Кстати, надо будет специально сделать репортаж. И по поводу залива, там тоже очень красиво, интересно, там пляж, тоже надо будет снять. Вот, а сейчас вот решили вот сюда, вот в эту сторону попробовать. До Доку-центру, наверное, 2-4 километра было с той стороны. Мы решили поехать, а не поедем. Жарко в трамвае, однако работает кондиционер. Когда трамвай начинает двигаться, кондиционер начинает работать. Трамвай, когда перестает двигаться, кондиционер тоже выключается. Поэтому кондиционер начинает работать каждую минуту и отключается каждую минуту тоже. Да. может он сломан, не знаю. Нет, кондиционер, а смысл ему работать, если двери открываются, уже нет смысла работать, поэтому включается, выключается, включается, выключается, вот так примерно, да. Здесь уже есть кафе Дербек. Да, Дербек, это вот наши книжечки. Мы туда ходим, сейчас только что туда пришли. Сегодня прогулочный трамвайчик, да. Экскурсионы, да, называется? Там вот еще Герай Октай. Вообще много всяких магазинчиков, кафешечек, но вот в воскресенье магазины не работают. Единственные рабочие магазины на заправках, наш вокзал, аэропорт. Да, то есть такие вот места, где еще можно что-то купить. Если так смотреть, что просто в магазин сходить в воскресенье, это невозможно здесь. Ну, в общем, все. Вот наш трамвай, мы из него вышли. И 6-й номер. Это 8-й, извиняюсь. Поменял уже, да. Так-то это 6-й был. Вот. Мы уже вот тут вот где-то около Документ-центру. И, значит, нам надо обойти. Там вода такая большая была. Вот мы сейчас обойдем и будем там смотреть. Вот ремонт сейчас, видите, в этом Документ-центру. Вот. А так тут, да, тут вход даже тут вот этот вот был, видимо, такой, да, оборудован, Вов, интересный. И вот мы тут. Тут так цветами сейчас пахнет, вот этими, которые белые кусты. Очень вкусно пахнет цветами.
Вот, а мы гуляем. Вообще мне, конечно, стройка нет, а все остальное очень нравится. Особенно когда у воды. Там много озер, так прикольно. Парк красивый, не только же вот это здание огромное. Типа Колизея, да, там вот было в интернете, что Да, это типа Колизей какой-то. все искать. А вот видите, вот там вот дальше вода. Вот. Да нет, сейчас давай сначала культуру, осмотрим всю культуру. Видите, тут ремонт идет. Да, прямо вон тикеты продают. Ага. Стоит на взрослого 6 евро. Тикет. Ага. А для экскурсий там какие-то скидки для групп. Мгм. Вот. Единственное, что работает часть экспозиции, очень небольшая. Да я не из-за думаю, глобальной что- реконструкции. Я не думаю, что мы пойдем смотреть экспозицию. Нет, мы не пойдем. Мы просто осмотрим, потому что оно там не особо интересно. Там говорят, внутри этого Колизея просто стоят фотографии и написано про историю. Ну, плюс аудиогид. Может Ну быть. да, но мы немецкий не так хорошо, чтобы аудиогидом пользоваться на немецком языке. Хотя, может, он и английский есть, конечно. Ну, в общем, это часть истории, но мы чисто посмотреть пришли, Новое место. да, новое место, вот внешне. И озера, да. То есть я не хочу даже, заходить на экспозицию. Да, мы не музейные. Не, мы музейные, но не про это. Про это не хочу, не интересно мне, как они там вещали. Я читала сейчас, ехала, когда в поезде читала про это, то, что, там типа считали, как националисты, да, что нужно строить очень большие монументальные вещи, которые будут в веках увековечивать, там вот это все траля-ля тополя. Вот, и типа настроили всего-всего, и там был специальный такой архитектор, который про это прям целую философию толкнул. Вот он. Видите? Начало. Ну, это классно. Я понимаю, но посмотреть-то надо с внешней стороны, нельзя, чтобы... Вот тут, видите, такой вот как заход туда, что ли, есть. Вот это вот все вот так. Здесь, видите, тикет-инфо. Тут прямо около этой штуки озеро. И здесь катаются на вот таких вот маленьких Катамаранах, штучках, да. катамаранчиках, на фламинго, и на всякой шушере вот такой. Шаре, лодочки там, все такое. В общем, очень красиво, мне нравятся маргаритки, вот это поле маргариток. Тут сейчас по всему Нюрнбергу одни сплошные маргаритки цветут, и всякие другие цветы. Гуси ходят обязательно, вон гусь Футбол. стоит. Сегодня я слышу Я же тебе крики, сказала, что сегодня футбол. Ты нет, Да. слышите крики? Это футбол. Люди отдыхают вот на пледах, как обычно, в таких парках. Здесь это нормально, не возбраняется отдыхать на пледе. Мы сами много раз отдыхали. И вот в этот раз плед тоже стелили, было дело. В парке снимали видео. Вот. Ну, мы там, побольше было места, конечно, чем здесь. Здесь все маршрут-дорожки. А так, никому здесь это не считается плохим чем-то, расстелить где угодно. Люди, кстати, в Европе очень любят и просто, допустим, сесть где-то на ступеньку, могут и положиться без всяких проблем попой на асфальте, даже не подстилая ничего под эту попу. И это не считается плохо. Это нормально. Вот, а мы здесь вот сейчас прогуливаемся. Очень интересно. Но интересней даже не это здание такое вот прям заброшенное, старое, которое ремонтируют там чего-то. А интереснее этот парк и это озеро, да, красивое. Очень мне нравится здесь. Ой, здесь смотри, тоже. А вон там, смотри, парусник. Да. Вот сейчас дойдем. Видите, там парусник плывет. Вот. Здесь гусеньки пасутся. Вообще гусей в городе, в Нюрнберге, да и у нас тоже
очень много. В пригородах всех вот этих, да, мы же с пригорода. Вот очень много гусей, всегда лебедей, уток и водяных куриц. Это тоже прикольно, кстати. Но мы недавно сидели на берегу здесь залива и ходили гуси. Сидели мужчина с женщиной, а мужчина дико боялся гусей. И женщина этих гусей от этого мужчины отгоняла. А гуси как чувствуют, вот я заметила. Если человек боится гусей, гуси к нему и липнут. Потому что мне вот вообще параллельно на гусей они ко мне ни разу и не подошли. А вот человек испугался гусей. Как они за ним вчесали, эти гуси. Это было очень смешно. Она отгоняет, мужик орет. Мы смеемся. Гусыни и гусята. Единственное, да. Тут, кстати, вот наши гуси, где мы живем, они уже большие гусята, а здесь малюсенькие, только вылупились недавно. Совсем маленькие гусята. Вот. И вот тут вот так и продолжается. Это вот много-много воды, да. Большая вода. Много места, где можно погулять. Вов, а эта вода не соединена с той водой же, да, получается, где мы тогда на заливе были? Я говорю, вот в Нюрнберге мы даже не подозревали, насколько много водоемов. Самое это интересное. Много, правда. Здесь действительно есть где отдыхать, гулять летом. Это правда, и никаких проблем, да. Вот мы идем, а параллельно эти на фламинго плывут. Вот. А еще мне нравятся вот такие вот растения, вот эти кусты именно, они так хорошо пахнут. У них такой пряный аромат, прям вообще интересные. Вот. И вот мы здесь ходим, бродим. Мне нравится гулять так, нравится очень. И такие пейзажи, да, вот прям шикарные. Картинка потрясающая в камере. А вот параллельно вот это здание. Мы его обходим просто по кругу, но по парку. Вот тут есть вот такая штука. Здесь можно спускать вот лодку на воду, да? Видишь, как люди катятся. Вон стадион Франкен-Штадт. Ага. Да, интересно. Или гол забили, или рядом. Кто там так кричал? Но телефон, может, не передает этот звук. Я передаю этот звук. Да, как монументальное здание. Да, вот оно так и, видите, закругляется Колизей, потому что... Сейчас с этой стороны попробуем обойти. Там еще есть козел. Уже дошли до этого закругления этого Колизея. Тут стройка. Поэтому мы и не стали покупать билеты, потому что понимаю, что половина ничего не работает. Какой смысл платить, да, вот за что? За то, чтобы посмотреть, как тут все строят. Это было бы не очень. Вот, поэтому я просто решила так обойти, прогуляться, посмотреть, но не углубляться в это. Вообще, может быть, даже для Ютуба не очень снимать там про какие-то такие вот эти вещи, которые тогда происходили, потому что могут банить за это каналы. Банят. Ну, сейчас мы вот сюда пройдем. Но мы уже боимся, вот у Ютуба такая стала жесткая политика, что мы уже боимся всего просто. Я боюсь лишнее слово в гаданиях сказать, не только что. Ну вот оно, огромное здание, прям огромное. Мы заметили какую-то подъемную дорожку в это здание, и мы сейчас решили туда подняться. Почему бы и нет? Попробовать. А что будет? Пошлите вместе с нами. Сейчас мы все узнаем. Kein Ausgang, видишь? Типа нельзя входить. Но мы не пальцем деланы все-таки.
Все-таки можно вот, пройти налево можно. Люди стоят, значит, мы стоим, ходим, бродим. Ага. Стена обломана, да. Вот. Видите, какие огромные двери. Всякие штуки. Это как от взрыва. Точно, это обстреляно же, да? Обалдеть. Как интересно. А там что? Можно же зайти? Вау. 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 Решили пройти вокруг и посмотреть, докуда мы сможем дойти и куда мы вообще увидим. Там, вон, вижу, уже тупик. Тупик уже есть, поэтому сильно много нам пройти не удастся. Слышите, как кричат эти на стадионе товарищи. Кто живет? Кто-то живет. Видите, сколько мы всего нового узнаем. Тут, оказывается, еще и бомжи живут. Жесть. Бывает. Видите, вот оно заброшено было, его только начали восстанавливать. Да, и вот оно вот так вот сюда. Видите как? Тут какие-то материалы стоят, видимо, для ремонта. Щиты закрывать не вход. А, слушай, а вокруг-то мы вот так не пойдем? Я не знаю. Там можно обойти вокруг его в другую-то сторону? Теоретически, да, практически не знаю. Ну, мы с тобой в какую сторону-то пойдем? Вот спуск. Вот проходили. Нет, а мы-то с тобой в какую сторону пойдем? Он бы влево. А, мы пойдем обратно к трамваю, да? Да. А он что так, что так. Трамвай. Не знаю, что здесь. Короче, Спуск. короче, мы по каким-то непонятным приключениям уже пошли. Тут и здесь. А здесь нельзя спуститься. Здесь закрыто. Теперь пошли обратно. Кто куда, а мы по стройкам, по канавам, по обломам каким-то непонятным. Теоретически вот здесь можно было бы спуститься. Так тут, конечно, надо спускаться. Попробуем пролезть сейчас. А то мне уже страхово встает. Ну, там... I did it again. Не, лучше Ай. не надо. Пойдем лучше. Ай, nicht. Да, там нужно уметь. Пошли в ту сторону обратно. Кто мы, где мы, почему мы здесь. Мам, смотри, какая вверху вот эта фигня. Вообще это реально монумент. Да, гранит все. Всё гранит, да. Красиво. Все бы ничего, но я как-то очкую. Я очкуна. Очки. Все, вот мы. Всё, мы продолжаем наш великий путь. Мы его обходим. Все-таки решили обойти со всех сторон. Тут какая-то стоянка, тут что-то вот так, а мы вот идем. Идем. Больше природу люблю. Посмотрите, какая красивая сирень распустилась. Ну это же просто шикарно. Почувствуйте аромат через экран. Решили дальше прогуляться в центре города. В самом центре, я имею в виду, около вокзала, там везде, где мы были всегда. И сели обратно на трамвай. И мы спускаемся снова в метро и поедем до станции Лоренскирхе.